Предлагаю вашему вниманию отрывки из интервью Валерия Возгрена. Оно состоялось летом 2013 года вскоре после выхода книги накануне торжественной крымской ее презентации. Чрезвычайно активно проявляют себя в этот период крымско-татарские интеллектуалы. Номан Челебеджихан, Джафер Сейдамет, Асан Сабри Айвазов, Али Баданинский. Вы пишете об этом очень подробно в 3-м томе вашей книги. Я хочу вас спросить, как вы думаете, был ли у них шанс? Или они все же были обречены? То мне кажется, что в 17-18 году 20 века таких шансов абсолютно никаких не было. Почему? Это абсолютно, ну, как сейчас говорят, безбашенная агрессивность большевистского Кремля. Большевики пошли бы на все ради того, чтобы захватить Крым, подчинить его своей власти, во главе с Лениным. Они пролили бы, может быть, гораздо больше крови, но все равно они своего добились. Рано или поздно Крым был обречен на советскую власть. Вот все, что я могу сказать по этому поводу. Валерий Евгеньевич, очень сложный вопрос о крымской автономии. Ну, сложный, понятно по каким причинам. Много дискуссий, что это была за автономия, каков ее характер. И я бы хотела, и об этом вы подробно пишете в вашей книге, я бы хотела, чтобы вы опять-таки достаточно общо, концептуально осветили вот ваш взгляд на эти вещи. Формально, конечно, была автономия. Правительство Крыма или Крымской автономной республики могло принимать решения какие-то, могло проводить их в жизнь. На самом деле, если это и имело место, то примерно где-то до середины 20-х годов. После окончания гражданской войны и до середины 20-х годов. Великий сын крымского народа Вели Ибрагимов проводил достаточно самостоятельную политику, что касалось, прежде всего, опять-таки, больного вопроса земли. Он был инициатором перенаселенного побережья и гор в степную часть, оказания всемирной помощи переселенцам, чтобы народное хозяйство республики было более органичным, было универсальным. То есть, чтобы было и продукты животноводства, и виноградарства, и зерно, чтобы было, собственное свое зерно. Однако все эти попытки его более или менее вести нормальную с точки зрения любого крымца политику в пользу крымского народа все больше и больше раздражали Кремль. И кончилось это тем, что был сфабрикован, совершенно нагло сфабрикован уголовный процесс против него и его помощников. И он был в 1928 году казнен. На этом и окончилась та самая автономия, о которой вы спрашивали. В дальнейшем меняли как перчатки председателей исполкома крымского. Они шли одним за другим. Как правило, это были репрессии. Но и началось все с Вели Ибрагимова. Это была первая репрессия, направленная против фактически руководителя республики, руководителя государства. А потом уже было легче. Сталину потом уже... Это было все инициировано, конечно, уже Сталином. Меня не поймут мои зрители, если я не спрошу вас. Все-таки эта автономия была крымско-татарской или нет? Да, это была именно крымско-татарская автономия. Об этом свидетельствовали, во-первых, официальные документы. Я родился до войны, и у меня долго хранилось мое свидетельство о рождении, которое было написано на русском и крымско-татарском языке. Причем латиницей оно было написано. Украинского текста там не было.
Любого иного, там, армянского, греческого там не было. Там был русский и крымско-татарский. Два Это текста. были государственные языки. Это было два Крымская государственных АСР. языка, совершенно верно. Русский – это как язык общий для всего Советского Союза, а в Крыму это, конечно, крымско-татарский язык. Ну и, кроме того, были крымско-татарские районы, 3 района было, где все дело производства пытались вести, и вели, в общем, на языке крымцев. И, кроме того, имелись национальные школы в достаточном количестве, было обеспечено население. И так далее. Это было совершенно... Другое дело, имелись ли какая-то неполнота, вот это да. И чем дальше, тем больше. Национальное чувство, национальная культура все больше и больше угнеталась. Вот последние десятилетия перед войной. Более того, я должен сказать, это было показано, если спросят, не было ли тогда дискриминации крымских татар, многие считают, что до войны было все тише, да гладь, да Божья благодать. Всегда говорят, почему сейчас ссорятся? Почему не жить дружно, как мы жили до войны? И старики, и причем крымские татары об этом говорят, старики. На самом деле ничего похожего не было. Была дискриминация тоже, причем значительная. Я основываюсь не на каких-то разговорах. Об этом писалось в крымских газетах. О каждом таком случае. Они были. О самом трагическом периоде истории крымских татар – война и последовавшая вслед за этим депортация. О депортации вы рассказываете преимущественно с помощью очевидцев событий. Это достаточно нетрадиционный подход. Ну, я тоже занималась историей депортации, и я, в общем-то, понимаю, что обработать такой массив и рассказать эту историю, а стиль вашего повествования, он не наукообразный. Он скорее такой литературно-художественный, но с опорой на источники. Это нормально. Я считаю, что каждый автор может придерживаться той стилистики, ну, как велит ему, что называется, сердце. И сегодня это уже нормально, писать историю вот именно таким образом, чтобы она не только, скажем так, просвещала, но и передавала какие-то эмоции, какие-то чувства. Я хотела спросить, разумеется, об этом. И меня часто об этом спрашивают. Я хочу спросить у вас об этом. Вроде бы вопрос очень простой. Причины депортации, на ваш взгляд? Да, вопрос. Вопрос самый Внешне простой, на простой, который деле. пока вот нет такого однозначного ответа, да и нет. А может быть, у вас могу есть? только лично свою точку зрения изложить. Во-первых, я хочу сказать, что, опять-таки, я возвращаюсь к своему объекту нападок, это исторический детерминизм. Была ли неизбежна депортация? Я считаю, абсолютно она не должна была быть. Огромное большинство крымских татар, мужчин имею в виду, зрелого возраста, огромное большинство сражалось честно, доблестно на полях Великой Отечественной войны. Какая-то небольшая часть выживала, будучи полицейскими, не причиняя вреда, собственно говоря, никому. Такие люди должны были быть. Немцы не могли ставить гарнизоны в каждом селе. А во время войны, это известно, огромная масса бесхозного оружия, и всегда повышается уголовщина. То есть хотя бы для борьбы с этим должны быть какие-то полицейские. Вот они и были. Немцы за этим уследить никак не могли. Повторяю, по одной простой причине. Гарнизоны были в городах, в крупных селах, но не в тех деревушках, где можно было ждать чего угодно, любого грабежа, любого насилия. Валерий Евгеньевич, как вы думаете, если бы не провал партизанского движения уже на первом этапе, если бы не конкретно деятельность людей, таких людей, как Мокроусов и Мартынов, их донесение в центр, можно ли было бы избежать депортации? Ой, И вообще, насколько... Я понимаю, они принесли огромный вред народу. И Мокроусов, и Мартынов. И, конечно, вы понимаете, в чем дело? Ведь в конце концов, к концу войны они сами признавались в том, что это в своем неправильном поведении. Они расстреливали людей, которых ловили в лесу, которые ходили за валежником, за хворостом. Они всячески издевались над крымцами. А потом они в этом признавались, что они давали неправильные сведения в центр.
Однако уже сложилось какое-то мнение. Вот именно об И этом самое я главное, говорю. мне кажется, самое главное, созрела мысль в головах кремлевских вождей. Вот почему она мысль. созрела? Вот Да на больно этом уж, месте. Вы понимаете, в чем дело? Мне кажется, Крым больно уж лакомый кусок, опять-таки. Это испокон века было. Постоянно слюнки текли. И избавиться от коренного населения, а потом делать что угодно с пришлым, гораздо было бы удобнее, чем сохранять крепкую татарскую общину, крепкую крымскую общину. Вот в чем дело. Мне так кажется. Это моя точка зрения. Наша программа – лишь первая попытка осмыслить судьбу и наследие историка Валерия Возгрина. О нем еще будут сняты фильмы и написаны книги и статьи. Но вот в чем я точно уверена, его книги будут существовать в веках. И столько, сколько будет существовать крымско-татарский народ, мы будем с благодарностью вспоминать это имя – Валерий Возгрин. Meyni gamdan azat eyle, ne günahim var benim. Açılmamış güle benzer nazlı yarım var benim. Açılmamış güle benzer nazlı yarım var benim. Küsme yaram barışalım. Her kabahat Küsme yaram barışalım. Her kabahat mendedir. Her kabahat mende olsa yine gönlüm senledir.